Очень рад видеть всех вас, братья, и нуждаюсь в том, чтобы слышать ваши голоса, потому что вы вовлечены в ту сферу, в которую я в полной мере по природе своего служения не могу быть вовлеченным. Потому что присутствие в сетях, присутствие вообще в этой дискуссии виртуальной, оно, конечно, требует очень глубокого погружения, если мы говорим о серьезном, профессиональном участии. А священник иначе не может участвовать. Если он будет только свои какие-то мечтания, свои фантазии, свои домыслы излагать в интернете, то лучше туда и не заходить. У апостола ведь Павла эти слова, да? «Для всех я был всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вот представьте себе, если эту фразу поделить пополам. «Для всех я был всем. Точка». Кошмар. Кошмар. Но потом, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, и все встает на свои места. Вот я думаю, те, кто сегодня работает в интернете, те, кто тем более как бы говорит от лица, ну если не церкви, то от лица священника, вот должен помнить эти слова. «Для всех я был всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Значит, сатериологическое измерение вашего присутствия в интернете абсолютно обязательно. Для священника интернет – это не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях, не то место, где он производит впечатление, не то место, где он лайки собирает, а то место, где он несет людям благую весть специфическими словами, в специфических категориях мысли. И даже то, что называется, но, может быть, с привлечением специфической аргументации. Но если вы отрываете присутствие в сетях от этого сатериологического измерения, вы медь звенящая и кимвал брецающий, и лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии. Это, конечно, грех для того, кто так поступает, и мы знаем, что грехи Господь за такие наказывает. Вот. Но, с другой стороны, это, по крайней мере, честно. Поэтому еще раз хочу сказать, единственное, чем мы оправдаемся перед Господом и перед ближними, перед своей совестью, если мы будем воспринимать присутствие в интернете как свое пасторское служение. Вот это мой главный тезис. И поэтому для всех вызов очень простой. Если я принимаю это, если это моя кафедра, с которой я обращаюсь к людям, к определенному контингенту людей, с определенной фразеологией, с определенным даже каким-то целеполаганием, но я обращаюсь к ним как священник для того, чтобы содействовать их спасению, в самом широком смысле слова, конечно. Вот, тогда это все оправдано. Поэтому я очень, еще раз хочу сказать, я с большим уважением отношусь к труду, вашему труду. К сожалению, не могу так следить за вашими публикациями, как, может быть, нужно было, но вот мои коллеги, более просвещенные, продвинутые в этой сфере, мне помогают отслеживать многое, особенно если где-то что-то действительно представляет особый интерес. Поэтому могу представить себе в общем, что происходит в той сфере, в которой вы работаете.